Коронавирусные государственные выплаты на детей защитили от взыскания судебными приставами. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве вступили в силу с 1 июня. Установлен перечень видов доходов, с которых невозможно взыскание. Обсудим нововведение вместе с сегодняшним гостем в программе интервью в эфире БСТ, вместе с заместителем руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан Рамилем Садыковым. Рамиль Рашитович, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте поговорим про новшество. В чем оно заключается и почему принято такое решение? Такое решение принято в связи с тем, чтобы защитить вот эти выплаты на детей, которые те же самые 10 тысяч рублей, от удержания по долгам по исполнительному производству. То есть законом внесена поправка, это пункт 19, добавлен в статью 101 нашего закона об исполнительном производстве. Эти выплаты не подлежат списанию. Технически как это происходит? Технически это происходит как? Тут я еще добавлю к тому, что еще в феврале прошлого года внесли изменения также в Федеральный закон об исполнительном производстве и ввели кодировку так называемую кодировку выплат. То есть если лицо, которое выплачивает заработную плату, иные доходы, оно должно при направлении документов в кредитное учреждение в банк должно кодировать его. Кодировка несложная, то есть это его обозначили 1, 2, 3 цифрами, и банк, получая вот эти платежи, он понимает то, что с каких можно денег удерживать суммы по исполнительным документам, по каким нельзя. Первая, цифра 1, это кодировка идет, это у нас выплаты заработной платы, премии, все, что человек, какие доходы получает. Вторая идет, это то, что попадает под действие вот этой той самой статьи 101. Там определен перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В том числе там же есть и алименты, и мат-капитал, и различные пособия, которые выплачиваются. И третья категория – это виды исполнительных документов. Две категории исполнительных документов – это если в отношении человеку выплачивается пособие по возмещению вреда здоровью и компенсационные выплаты за счет бюджета по техногенным, так называемым чернобыльским, то с них могут быть произведены удержания алиментов и вреда по потере кормильца. Это вот два документа, вот три пункта, 3 кода, так называемые. Введением вот этих 3 кодов снята очень серьезная проблема, которая у нас возникала в службе судебных приставов и у населения тоже в частности, когда человек, имея задолженность перед кредитным учреждением или иную задолженность какую-то перед кем-либо и получает на свой расчетный счет детские пособия, в основном масса это будут детские пособия, кто серьезно по этому поводу страдал, и иные выплаты такие. Социального характера, да. Служба судебных приставов, она направляет исполнительный документ, постановление о производстве, об аресте денежных средств, банк списывал эти деньги. И эти денежные средства приходили к нам в службу судебных приставов. Люди, соответственно, очень были недовольны, потому что эти выплаты несут очень серьезную ответственность. То есть люди должны получить деньги на детей. К нам приходили возмущенные о том, что деньги списаны, верните. Мы, соответственно, выясняли, что это денежные средства, что это пособие, и их возвращали обратно на счет. То есть был огромный пласт, и очень такой вносилась социальная напряженность. И в том числе это, видимо, и временные затраты были. Конечно. То есть и дети недополучали своевременно деньги, и для нас очень много дополнительной работы, которые мы тоже, служба судебных приставов, она не претендует на эти денежные средства. Это, естественно, это для детей и такие компенсационного характера выплаты. А сейчас ошибки не может произойти? Нет, сейчас банк, получив этот платеж с кодировкой, он вычисляет самостоятельно все, проверяет, то есть он видит, что это, например, тоже материнский капитал, и уже наше постановление не работает в отношении этих выплат. И, соответственно, огромная проблема снята. Но я так понимаю, что сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов уже прошли обучение, но предусмотрены ли обучающие семинары для других работников финансовых учреждений? Да, конечно, мы эту работу сейчас масштабную проводим в плане того, чтобы донести это до работодателей, до бухгалтеров, и что есть вот эта кодировка. Бухгалтера, они по большому счету все это прекрасно тоже изучают, тоже знают, но мы в плане для того, чтобы глубже эти знания подкрепить, мы проводим семинар 25 июня. У нас будет семинар в режиме онлайн. Это онлайн формат на площадке Discord.
можно будет записаться, подключиться к этому онлайн-семинару. Ну, для этого нужно будет позвонить к нам в службу и получить логин и пароль у специалиста по телефону 272 84 3045, по-моему, там. Да, это можно будет уточнить у нас на сайте. И получив логин и пароль, соответственно, подключиться к этой площадке, и наши специалисты отдела исполнительного производства, они в доступной форме донесут до бухгалтеров и работодателей о том, как нужно производить удержание, какие, что, ну, все тонкости и все эти моменты они проговорят. Это бесплатное обучение? Да, конечно, конечно, это только бесплатное обучение. Как коронавирус повлиял на работу службы? Ну, коронавирус на работу нашей службы повлиял следующим образом. Он как бы дистанцировал, конечно, вот на время жесткого карантина, у нас были тоже карантинные мероприятия, мы исполнительные действия массового характера, то есть рейдовые мероприятия не проводили. Но служба судебных приставов, она все равно проводит свою работу, никто не отменял, исполнение решений судов нужно производить, и мы продолжаем свою работу в таком формате. Но сейчас мы ушли как бы вот на дистанционное общение с гражданами и с людьми, и в этом плане сейчас очень даже удобный сервис. Я призываю всех граждан, всех, кто с нами сотрудничает и работает, взаимодействует со службой судебных приставов, работать в онлайн-формате, дистанцированно. Для этого и существуют различные способы. Один из хороших таких способов — это работа через ЕПГУ, так называемый единый портал государственных услуг. Можно записаться, да? Госуслуги вы имеете в виду? Да, госуслуги, да, записаться в личном кабинете, прописаться в личном кабинете, и уже лицо, которое является взыскателем, хоть да и должником, он может в этом личном кабинете видеть ход совершения исполнительных действий. То есть то, что судебный пристав, какие документы выносит, все это садится в базу, и, соответственно, он может контролировать даже, в принципе, и смотреть, проверять то, что пристав сделал по исполнительному производству. И никаких личных контактов, никаких там общений в плане, там, даже посредством телефона. Это все отсекается. Но если уж там так случилось, что нужно все-таки пообщаться со службой судебных приставов, человек-посетитель может к нам прийти в службу приставов, но у нас условия для того, чтобы общаться с этими людьми в рамках вот этой распространения этой инфекции. Потому что нередки случаи, когда во многих территориальных отделах заносятся этой инфекции, и службы просто карантинятся. И для того, чтобы попасть на прием к судебному приставу, нужно будет сделать следующее. У нас есть замечательный сервис, это электронная очередь записи на прием, также на нашем сайте. Официальный сайт службы судебных приставов, там путем несложных манипуляций можно записаться на прием к судебному приставу. Но если даже не получилось таким образом записаться, есть телефоны, они также вывешены на сайт нашей службы, по которым записывают на прием граждан и представителей организации. То есть человек запишется, ему определят удобное для него время, он придет к этому времени, его примут для общения, с ним будут общаться судебные приставы. Но для того, чтобы попасть в саму службу приставов, нужно будет, во-первых, иметь индивидуальные средства защиты, но как минимум маску. У нас есть, на входе имеются и санитайзеры, перчатки, и пройдя службу, прийти как минимум за 10 минут хотя бы до приема, и его туда пропустят, обязательно проверят температуру тела. То есть, если будет температура превышена или не будет средств защиты, то мы его не допустим к приему. Также именно запись будет производиться однозначно, только исключительно посредством этой услуги, это через электронный сервис и по записи по телефону. Люди, которые туда будут приходить просто так, мимо проходили и решили зайти в службу, такие люди в службу допущены не будут. Поэтому, если кто-то хочет попасть на прием, он должен обязательно записаться туда и пообщаться с приставом уже конкретно по каким-то таким вопросам. А вообще очередь большая? Долго нужно будет ждать? Если человек, допустим, сегодня решил записаться, как это происходит? Нет, также я еще раз говорю, проваливайтесь на сайт, записывайтесь, выбирайте время, там, пожалуйста, можно выбрать время, кликаете на определенное время, он записывает это время, и уже сообщение приходит, информация приходит в отдел. Но, естественно, это потому что время тоже занимается, и люди, которые сейчас захотят записаться, может быть, и заняты время оказаться. И для того, чтобы
в принципе, служба судебных приставов пошла на такой шаг, то, что мы начали принимать дежурными приставами исполнителями ежедневно. То есть, пожалуйста, Раньше было 2 записывайтесь. раза в неделю. Да, 2 раза в неделю, вторник, четверг был. Сейчас мы будем принимать людей с понедельника по пятницу, только за исключением обеда. Пожалуйста, записывайтесь и приходите. Но вот так вот собираться, создавать вот это вот непонятные вот эти движения, и неизвестно, кто чем болеет и что может, как может этот коронавирус передаться. Вот чтобы исключить эти моменты, мы, соответственно, не принимаем людей без записи. Ну и, соответственно, есть же еще такой момент: человек, записавшись, судебный пристав подготовится, приготовит информацию, принесет, то есть и уже не будет разговор в одну сторону, будет диалог и будет нормальное общение, продуктивное. Спасибо большое. Но мы порекомендуем телезрителям более подробную информацию узнать на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Да, у нас все это там доступно, все есть. Спасибо большое. Напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня был заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан Рамиль Садыков.